Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. Сейчас активная пора пляжного отдыха, и мы решили поговорить о вреде солнечного загара. Идеальный бронзовый загар – это мечта каждой представительницы прекрасной половины человечества. Но давайте рассмотрим, чем же на самом деле является загар и стоит ли подвергать свой организм чрезмерному воздействию ультрафиолетовых лучей. Ведь неоднократные солнечные ожоги могут вызвать несколько видов рака кожи. Внимание на экран. Как говорится, лето – это маленькая жизнь, это пора отпусков. Солнце, пляж, море и позитивные эмоции. Но именно летом солнце находится в своей активной фазе, а многие любят позагорать. Полезен загар или вреден? Научно доказано, что загар – это физиологическое потемнение кожи, которое возникает в результате образования меланина. Меланин, в свою очередь, это вещество, вырабатываемое клетками кожи в ответ на ультрафиолетовое облучение. Цель меланина – защитить кожу от дальнейшего воздействия солнечных лучей. И не стоит забывать, что загар – это именно облучение. В качестве защитной реакции на ультрафиолетовые лучи меланин придает коже темный оттенок и защищает ее от пагубного воздействия излучения. Если превысить дозу лучей, конечно же, это вредит коже. Многие видят пользу загара в выработке так необходимого организму витамина D. Но врачи говорят, для синтеза необходимого количества витамина солнечным летом достаточно находиться на улице 15 минут в день и подставлять лучам только руки и лицо. То есть синтез витамина D происходит именно под воздействием ультрафиолетового облучения и именно в коже, не в крови. И там вот создается депо витамина D, который по мере необходимости поступает уже в кровь, если необходимо, и сколько нужно, то есть организм сам берет. Поэтому солнце в этом плане полезно. Однако солнечный свет может оказывать и отрицательное воздействие на кожу, провоцируя или утяжеляя течение ряда кожных болезней, среди которых розацея, акне, солнечные угри, ряд аутоиммунных заболеваний, например, красная волчанка, доброкачественные опухоли, папилломы, невусы и злокачественные меланома, базалиома. Также полиморфный солнечный дерматоз, ожоги кожи, солнечный эластолиз и, конечно, фотостарение кожи, о котором легкомысленно забывают многие, добиваясь бронзового цвета кожи. Тогда, когда происходит как бы избыток солнечной ожоги, вот эти солнечные ожоги, они как бы провоцируют злокачественные заболевания кожи. Ну, такой даже как рак кожи, но особо вот настораживает нас, онкологов, больше. Это, в народе называют их родинки, а у нас в медицине невусы. И когда происходит травматизация этих невусов, вот именно ожогами солнечными, может произойти малигнизация. То есть происходит трансформация клеток нормальных в злокачественные клетки, и они начинают бурно делиться неукротимо, то есть размножаться, но меланома опасна еще не тем, что вот местно, а именно тем, что вот эти клетки отстреливают по всему организму и образуются так называемыми метастазами. И меланома вообще среди злокачественных опухолей, ее даже называют королевой злокачественных опухолей, потому что это самая злокачественная опухоль. Несмотря на то, что она такая маленькая, она, в общем, может поразить весь организм. Еще в 60-е годы при Сухумском ИЭПИТе был создан Всесоюзный онкологический экспериментальный центр, где на обезьянах изучали злокачественные опухоли. Приматов сажали под прямые солнечные лучи. Тем самым ученые обнаружили, что у обезьян, которые были постоянно под солнцем, возникал рак кожи. Это говорит о том, что неоднократный солнечный ожог способствует появлению не только меланомы, но и рака кожи. Поэтому врачи рекомендуют загорать правильно в нужное время и использовать защитные средства. Я еще вам говорю с 10 до 4, но если брать Абхазию, то у нас часовой пояс сдвинули. То есть здесь нам сделали +3, на самом деле у нас географически +4. То есть географически, как положено, у нас 11 часов. Это 10 часов, это административное время. А географически у нас +1. То есть получается, на самом деле, с 11, если так вот брать, с 11 у нас
до 5 нельзя загорать. Но уже в 12 часов уже солнце в зените. Это самый ожог. По статистике чаще болеют это рыжеволосые и голубоглазые, то есть светловолосые. Вот они более подвержены, им надо бояться. Приведу пример. Когда был СССР, очень высокая заболеваемость у нас была в Саратовской области по меланомам. Не могли понять. Развалился, когда Советский Союз, многие немцы уехали из Саратовской области. Ну, практически все. Так они же вот рыжеволосые и голубоглазые были. И заболеваемость стала в норму, во всей России стала одинаково. Снизилась, потому что... И вот тут вот для сравнения. То есть рыжеволосым, светловолосым нужно остерегаться. Но они вообще больше подвержены заболеваниям, и простудным, и так далее. То есть иммунитет слабенький. Сам по себе загар безвреден, если он не вошел в стадию солнечного ожога, что без сомнения крайне вредно. Связь между солнечными ожогами и онкологическими заболеваниями доказана клинически. Полученные в детстве солнечные ожоги значительно повышают риск развития одной из самых агрессивных злокачественных опухолей – меланомы. К тому же загар имеет свойство аккумулироваться, и все солнечные ожоги остаются в ДНК клеток. Доказано, что люди, которые годами подвергают себя бесконтрольному воздействию солнечных лучей, быстрее стареют и покрываются морщинами. Они склонны к появлению гиперпигментации, а также доброкачественным образованиям, сиборейным бородавкам, кератомам. Самое опасное последствие неумеренного пребывания на солнце – это меланома – злокачественное образование на коже. Если лечение не начать своевременно, меланома быстро метастазирует в лимфатические узлы и внутренние органы. То есть там есть определенные слои, там эпидермис, дерма, базальный слой, шиповидный слой и так далее. И вот в зависимости от того, на какую глубину она проникла, то, ну, это, как бы мы говорим, прогноз течения заболевания. Чем глубже проникает, тем прогноз хуже. Но прогноз это в плане метастазирования. То есть потому что там уже прорастают лимфатические сосуды, кровеносные сосуды. А в опухолевых тканях клетки, они связаны очень слабо. То есть не как в нормальной ткани, там, крепкая, а вот уже такая рыхлая. И клетки отрываются, и они пошли по лимфатической системе, забивают лимфоузлы сначала, потом в кровеносную систему, разносятся. И меланома, она уже может поразить любые печень, головной мозг и так далее. Для жизни вот это самая опасная опухоль. Но если своевременно обнаружить, что родинка изменилась, так, прийти к врачу, к онкологу именно, не к косметологу, никому, а именно к онкологу. То есть онколог уже по своему опыту определит, есть отклонение или нет. Но здесь поправлю, к онкологу, если предпринимать какие-то действия. А так дерматологи тоже должны владеть диагностикой. То есть если родинка там меняет как бы свой вид и ощущения у больного появляются какие-то, тогда обязательно уже дерматолог, посмотрев, отправляет к онкологу. И онколог дальше определяет дальнейшую тактику. То есть если это начальная форма меланомы, то да, можно 100% излечить. Если же, там вот я по стадиям говорил, если стадии чем больше, тем хуже. Вот именно по мере прорастания, по мере инвазии, то прогноз хуже. Если нет метастазов, она, если никуда не стрельнула опухоль, то она убирается, удаляется, и все, на этом все завершается. Но самое главное здесь, если раньше все онколог определял, ну вот у меня большой опыт, например, я могу посмотреть, да, то есть есть признаки злокачествления, вот обычная родинка, вот человек посмотрел, он свои все родинки знает, вот, и он заметил изменения. Какие? Например, родинка потемнела, то есть изменила свой цвет, свою структуру. Мы говорим география. Появилась география, как географическая карта. Вот, появились такие ощущения, ну, зуд, так, увеличение в размерах, то это должно уже настораживать даже самого пациента, человека, и он должен пойти к врачу, показаться. У меня что-то вот не то с родинкой. Онколог, если он видит какие-то изменения, обычно удаляют эту родинку, далее отправляют на исследование к врачу-гистологу,
гистологическое исследование. Вот если там подтверждается, что имеется злокочисление, тогда больной полностью обследуется по всем органам, берется на учет и проводится наблюдение за ним. За последние 30 лет заболеваемость меланомой сильно возросла. Некоторые связывают это с улучшением методов диагностики заболевания на ранних стадиях. Однако возможно, что люди стали больше проводить времени на солнце. Есть и другая гипотеза – экологическая. Из-за разрушения озонового слоя атмосфера Земли хуже выполняет роль защитного фильтра от солнечной радиации. Несмотря на неутешительную статистику, большинство случаев заболевания этого типа рака диагностируется на ранних стадиях, а многие случаи часто можно вылечить хирургическим вмешательством. Главное – следить за состоянием своих родинок и за появлением новых. Именно так проявляется эта болезнь. При малейшем подозрении следует обратиться к врачу. Если, скажем, у пациента кто-то в роду болел, по первой линии, скажем, родства, меланома была, конечно, он берется на особый учет. И тут идет он уже в долгосрочное наблюдение. Если, скажем, в анамнезе никто не болел, ни раком кожи, ни, скажем, меланомы не было, это близкосрочное наблюдение, там 3-6 месяцев, и он с учета снимается. Потому что невосы, они не всегда малигнизируются. Есть определенный вид невусов, которые могут малигнизироваться, есть, которые никогда, говорят, не малигнизируются, то есть не озлокочисляются. То есть, если, скажем, у человека 50 родинок, больше 50 родинок на теле, то это уже высокий риск. То есть появление у него меланомы. А если больше 100, это уже крайне высокий риск. Онколог, он сразу смотрит, и какие подозрительные, он их берет на учет, отмечает. Вот в зоне риска, я говорю, во-первых, те, кто неоднократно получил ожоги, солнечные ожоги. Что может еще провоцировать злокачественное, я сейчас говорю по коже, может провоцировать физическое воздействие. Физическое воздействие – это различные токи, индукционные и так далее, они тоже ведут к снижению иммунитета. Тот же телефон сотовый. Вот шведы же закрыли, Ericsson, они не производят у себя. Вообще там зафольгировались все. Потому что и они активно изучают воздействие электромагнитное излучение телефона на головной мозг. Но я вам хочу сказать, что 90% заболеваний злокачественной кожи находится в области головы, шеи. То есть там, где мы и держим телефон. Поэтому здесь тоже это не исключается. Химическое воздействие, то есть те, которые работают, скажем, с химикатами. К примеру, наши сейчас питомники различные, которые огурцы и помидоры выращивают. Работники, те, которые работают, они, конечно, подвергаются риску. Те, кто вирусные заболевания, тоже есть наблюдение. К примеру, вирус папилломы человека. Но он к коже такого отношения не имеет, хотя папиллома у нас на коже тоже бывает. Вирус папилломы человека часто обращается. Это тоже считается предраком. Но самое главное, если мы касаемся темы невусов, родинок, то это, конечно, солнечные лучи. Здесь надо быть очень аккуратным, особенно в период, в летний сезон, потому что все идут на море, загорать, как говорится, отдыхать. Здесь надо аккуратно. Ну и на улице, когда есть пути профилактики, кроме кремов, это, во-первых, одежда, так? Далее, шляпы носят. Некоторые здесь у нас пожилые с зонтиками ходят. И раньше ходили с зонтиками. Это почему? Это очень хорошо. То есть солнечного нету прямого попадания, нет ожога, идет рассеивание солнечных лучей и защищает. Стараться находиться в тени надо. Прямые солнечные лучи, естественно. Хотя заболеваемость меланомой и выросла за последние несколько десятков лет, наука тоже не стоит на месте. Изучение молекулярных механизмов и роли иммунной системы в развитии этого типа рака помогла не только обогатить библиотеку фундаментальных знаний, но и привело к созданию новых типов лечения. Специалисты говорят, даже если в самое ближайшее время способ полностью вылечить меланому не будет найден, то уже можно утверждать, что эта болезнь перемещается из категории «быстрая смертельная» в категорию «хроническая».
Врач-онколог с большим стажем Рим Бакиров совсем недавно прошел обучение по дерматоскопии. Это уникальный метод исследования кожного покрова без хирургического вмешательства, позволяющий увеличить образование в 10 раз. На основании данной диагностики врач может провести дифференцировку между доброкачественным и злокачественным образованием. Конечно, для ее проведения нужна соответствующая аппаратура. Пока такой передовой техники в Абхазии нет, но врач-онколог с учетом полученных знаний сможет определить состояние наростов на теле. Я вот сам как бы сертифицированный дерматоскопист, прошел специальное обучение. То есть, хотя я уже онколог с большим стажем, но когда я вот в это окунулся и посмотрел, я понял, многого я не видел, оказывается. И да, дерматоскоп, вот самый вот такой востребованный, это с поляризационным светом. Там с одним, с двумя фильтрами, таких нету в Абхазии. Лучше, конечно, это Dermalite 3, который сертифицирован, который можно через Россию завести. Лечение 100% излечение. Тем более мы даже не хирургически лечим, то есть хирургически, но не скальпелем, а лечим криодеструкцией. То есть у нас есть аппарат, значит, мы закупаем жидкий азот и проводим вот это лечение жидкий. Это высокотехнологичное лечение. То есть это замораживается до 200 минус, ну не минус здесь, минус 190 градусов. Определенная экспозиция дается. Вот. Врач по опыту уже смотрит, сколько и там, и так. И потом эта опухоль разрушается от воздействия вот этих низких температур. Ну, наблюдается у врача до полного заживления. Если сразу не разрушилось, потом еще раз проводится сеанс. Все это под обезболивание, амбулаторно лечится, никаких стационаров не нужно. Вот. Таким же методом криодеструкции лечится и меланома. Но здесь одно есть но. Чтобы подтвердить меланому, нужно брать биопсию. То есть как бы у нас есть такой табу у онкологов, опухоль не трогать. То есть не резать. Если ты ее начинаешь убирать, вот пункцию можно делать, тут ничего страшного нет. А вот уже если начинаешь убирать, то лучше сразу убрать ее и на гистологическую, то есть это тотальная биопсия. А если я уже убрал, что мне морозить? Морозить нечего. А в основном это хирургическое удаление и вовремя убрать. Если вовремя убрал, все спокойно, но пациенты это все равно они остаются под наблюдением. С учетом полученной информации от специалиста и учитывая, что я сама люблю загорать и много времени проводить на пляже, я решила провериться в рамках этой передачи и попросила врача Рима Талгатовича обследовать меня. После визуального осмотра врач сделал свое экспертное заключение. Вот пятно лентиго есть у тебя. Здесь папилломатозный. Вот смотри, вот я еще одну забыл сказать. Где надо убирать. Здесь нет у тебя? Нет. Ну так, ничего страшного. В итоге ничего страшного я не обнаружил. То есть рискованные там пару папиллом, которые в зоне травматизации, их нужно удалить. А так все прекрасно, все хорошо. Воротниковая зона у женщин там, где бюстгальтер носит, и там, где нижнее белье, и у мужчин, и у женщин. Если имеются там родинки, то их нужно удалить, потому что они травмируются этой одеждой. Конечно же, я обязательно удалю нежелательное образование на своей коже. Кстати, по словам специалистов, жители Абхазии адаптированы к солнцу, чего не скажешь о приезжих. Им стоит опасаться ожогов. И еще одно предостережение: ультрафиолетовое излучение, используемое в соляриях, также крайне опасно. Во многих странах, например, в Великобритании, существуют возрастные ограничения для такого загара. В Бельгии и вовсе рассматривают возможность полного их запрета. Вот недавно появились данные, я сейчас вас напугаю немного женщин, появились данные, значит, по ногтям. То есть ногти, сейчас же лак, вот этот гель-лак, и там идет УФО-облучение, то есть он утверждает полимеризацию, производит. Появились работы, появились злокачественные опухоли в ногтевом ложе, вплоть до меланом. Поэтому имейте в виду.
не увлекайтесь, женщины. Вот. Да, появились работы, пока идет сбор. Это в Соединенных Штатах. Они активны всегда в этом плане. Сейчас со всего мира они начнут собирать эти данные, вот, воздействие вот именно вот этих ламп. Чтобы взять от солнца только плюсы и свести к нулю солнечный ожог, возможность постареть раньше времени или заработать рак кожи, нужно следовать вышеперечисленным правилам. Ультрафиолетовое излучение оказывает влияние на кожу круглогодично, но летом, конечно, особенно. Однозначно сказать, что находиться на солнце вредно, нельзя. Просто позаботьтесь о том, чтобы все было вам на пользу, в меру. И не забывайте слушать свой организм и периодически посещать врача. Это все на сегодня. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!